Около недели эти помидоры дожидались отправки на прилавки магазинов. Часть партии попала на абхазский рынок, однако так как спрос на томаты внутри страны гораздо меньше предложения, у фермеров были опасения, что непроданный товар просто сгниет. Но с 10 апреля вступило в силу другое распоряжение Россельхознадзора о разрешении ввоза на территорию России сельхозтоваров из Абхазии. Если кто-то думает, что сегодня все ограничения по нашим сельхозпродуктам сняты, а завтра все, нет. Работа будет продолжаться беспрерывно. Каждую неделю 2-3 раза будут наши коллеги приезжать, все это контролировать. Так как остается риск заражения частных грузов карантинными объектами, ввоз овощей и фруктов в ручной кладе и багажниках машин в Россию из Абхазии пока все еще запрещен. Ведь они не проходят специальную комиссию. Вместе с коллегами из России специалисты карантинной инспекции Абхазии досматривают все ящики и коробки с овощами и фруктами, что отправляются на заграничный рынок. Обычно мы выписываем сертификаты. А сейчас погрузка, приехали, смотрим погрузку. Вроде бы все нормально идет, отлично. Совместно с российскими специалистами работаем. Все нормально. Несмотря на то, что в республике за последние 2 недели уничтожено 2182 килограмма коричнево-мраморного клопа, риск поражения грузов карантинным объектом остается. Поэтому, чтобы население продолжало также активно собирать клопа, руководство республики решило продолжать финансировать эту акцию из государственного бюджета. Российская сторона прекратила свое финансирование, но президент дал нам указание продолжать. Все, весь остаток времени будет финансироваться из республиканского бюджета. По словам специалистов, времени на механический способ борьбы с клопом остается все меньше. Температура очень быстро сейчас поднимается, и он выходит из состояния спячки. И когда он уйдет в природу, бороться с ним окажется во много раз сложнее. Поэтому самое главное сейчас, пока он находится в состоянии зимней спячки, надо постараться нанести ему максимальный урон для того, чтобы он не уничтожил урожай. Еще один способ борьбы с вредителем – химическая обработка. Объем пестицидов, который Минсельхоз России передаст Абхазии, по словам Даура Тарба, может дойти до нескольких тонн. Как говорит министр, бороться с вредителем должен каждый житель Абхазии, имеющий приусадебный участок. Сейчас есть местные органы самоуправления, управления сельского хозяйства. Обращайтесь туда. Все необходимые рекомендации. Мы же разработали вот такие листовки. Вот это. Вот это. Что здесь написано? Какие первые меры? Телефоны по районам. Мраморного клопа уничтожить сложно, но возможно. А информация о том, что наш абхазский клоп отличается большим размером и живучестью от своих собратьев в других странах, так как создан искусственно, по словам специалистов, вымысел. Роман Дбар уверен, что сегодня вывести живое существо в пробирке невозможно. И только благоприятный климат Абхазии и богатая пищевая база позволяют мраморному клопу так активно размножаться. Марьяна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.